Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами посмотрим прогноз на ближайшую неделю. Все, что я здесь скажу, сбудется за 7 дней. Это у нас такой вот прекрасный, волшебный, интересный прогноз, гадание, да, на картах Ленорман на этой неделе. И у нас будет с вами 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, оно вам может пригодиться, потому что актуально видео в момент, когда вы его именно открыли. Итак, первая карта покажет вы в момент просмотра, да? А дальше будем смотреть, а что вас ждет в ближайшие 7 дней, в ближайшую неделю. Итак, выкладываю карты. Что вас ждет в ближайшую неделю. И украшаю флакончиками духов. Такие тут голуби, видите, красивые. Первая позиция, вторая и третья. Выбирайте, что вам больше понравилось, или лучше выбрать позицию по первой карте. Ваше текущее состояние в жизни. Да? В какой карте Ленорман вы сейчас находитесь. И надеюсь, что вы выбрали. Я последние 2 позиции убираю в сторону. Да? И будем смотреть с вами, а что же вас ждет в ближайшие 7 дней. Итак. О, вы у нас сегодня белая карта. Это, кстати, вот вообще очень интересная такая карта. Такое ощущение, что человек начинает жизнь с чистого листа. Вот ему это необходимо, ему это нужно, человеку, да. Вот взять и начать что-то с чистого листа, с нуля, по-другому, иначе. Карта говорит всегда, что человек с чистой душой может быть, да. Может, у вас чистая душа. И эта душа, она пришла в этот мир, да, познать этот мир, приобрести свой опыт, укоренить свой опыт, продолжить свой путь дальше потом, да. То есть она все это подготавливает сейчас. И вот эта карта, ну, такое чувство, что у вас какую-то древнюю душу показывает. А древние души, они выбирают необычные испытания, вот необычную жизнь. Ощущение бесконечности такое в этой карте. То есть когда человек может терять смысл жизни, а потом обретать его вновь. Вот такое вот чувство какого-то возрождения, да, и ощущение, да, что вот вы понимаете, Бог бесконечен, Вселенная бесконечна, вот так. Жизнь бесконечна. То есть у вас это вот чувство такое вот внутри, оно вот знание, что ли, есть. Вот вы какая-то такая душа одаренная, скорее всего. Древняя одаренная душа, много опыта прошлых жизней у вас. Интересная карта. Давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 7 дней. Раз вы начинаете жизнь с чистого листа, да? Но вот общий фон — это сердце. Сердце очень такая хорошая карта. Я бы сказала, даже в каком-то смысле она счастливая карта. Почему? Это карта любви. То есть у вас неделя посвящена вашему сердцу, посвящена любви. Может быть, любви к Богу, ко Вселенной, а может быть, к человеку. Мне очень нравится, потому что карта такая очень красивая, да, наполнена всегда любовью, счастьем. Но сердце — это еще и покой. То есть вот когда идет радость, да, но это спокойная радость. Это вот когда ты получаешь известие и успокаиваешься из-за чего-то. На самом деле сердце, ну, говорит, что счастливая будет неделя. Даже не обязательно посвященная прям точно личным отношениям, но счастливая. Мол, для вашего сердца эта неделя, да? Сердце успокаивает, радует сердце. Вот так. Что у вас будет в личной жизни происходить? Сейчас узнаем. Вот тут метла. В личной жизни идет очищение, да? Ощущение, хотела сказать. Ощущение тоже есть в этой карте. А знаете, какое? Когда у людей сильная такая, ну, страсть, что ли, друг к другу. Тут же еще и плеть есть. А плеть — это, ну, жгучая страсть, да? То есть когда людей друг к другу, ну, так сильно прям тянет, они не могут и оторваться друг от друга, с одной стороны, а с другой стороны они
иногда ругаются, иногда терпеть друг друга не могут, критикуют. То есть вот такая карта. Она говорит, что с кем-то у вас сильно притяжение идет, но ты пока не можешь смириться, что ли, с этим притяжением. Но это как все равно всегда метла, плеть, она показывает чувства, много чувств, любовь, да, вот, и какие-то телесные ощущения. Что у вас в работе, в бизнесе, в делах, в деньгах, Луна. Если вы связаны с эзотерикой, то это счастливая карта. Она показывает, что человек действительно на своем месте, да, занимается там психологией, эзотерикой, магией. И тогда у вас все будет в делах очень хорошо идти. Но если вы не занимаетесь такими вещами, Луна показывает некий путь, вот поиск, да, поиск себя. И она говорит о том, что какие-то могут быть мистические события, связанные с вашей работой, бизнесом, деньгами. Тут еще карта Сад, которая показывает, что вы можете попасть в новое общество. И в этом обществе, ну, как будто идут события, вот, да, в работе. То есть, допустим, перемена работы, да, потом, значит, обретение нового места в этой же, ну, на этом же предприятии, ну, например, карьерный рост. Позвали на какое-то совещание, там новые люди. Позвали на семинар, обучение, может быть, да. Или вы куда-то поехали в другую страну, в другой город, чтобы, значит, что-то с работой решить. И вот оно, новое общество, да, вы там общаетесь. Еще общение с иностранцами, может быть. Но эти карты умеренные по деньгам. Сильно я не вижу всплеска на этой неделе, чтобы у вас прям деньги прям валом. Нет. Скорее вы решаете этот вопрос с деньгами, да. То есть это на будущее вы решаете. Какие благословения вас ждут? Еще одна Луна. В этой колоде их две. Она показывает, знаете что? Вот если она у вас уже двойная, да, то что действительно что-то может решаться по вечерам, ночью, под луной, под лунным светом, согласно лунных циклов. Может быть, человек, связанный с Луной, который что-то благословляет, решает вас, да, или вы действительно связаны, опять же, с духами, с потусторонним, с эзотерикой. Духи рода могут вас сопровождать и благословлять на неделе. Луну многие любят. Вот, допустим, карта Луна, она часто показывает, что вы связаны с ней, да, что вы связаны с этой мистикой Луны. И, соответственно, когда она появляется, многие считают это знаком для себя, что неделя будет необычная, мистическая, да, что могут быть знаки от высших сил, что может быть общение с человеком, который занимается мистикой. Или, допустим, какой-то знак получили, ну, с тех же YouTube-роликов, да, но опять же от человека, который занимается мистикой или какими-то, не знаю, пророчествами. Что-то для себя поняли, решили. Но именно на основе чувства, интуиции, да, способностей своих. Еще благословение в виде лилий. Это, во-первых, король пик, это мужчина какой-то. Может быть, аристократ. Помогает вам в чем-то, да. Может, брюнет, да, такой вот статный. Или человек в возрасте. Также лилии могут показывать решение все-таки в будущем финансовых вопросов, и вы эту перспективу видите перед собой на неделе. Ну и какой будет итог недели? Змея. Змея — это мудрость. Это не только, как многие считают, женщина-враг, но это мудрость, да? То есть итог недели здесь по смыслу не может быть женщиной-врагом. Змея, дама треф, она показывает самостоятельную женщину, которая всего добилась в жизни, да? И она связана, опять же, с мистикой и красотой или с медициной. Поэтому я вам так скажу, что, может быть, это вы. То есть, как итог, это рост ваш, да, укоренение, да, и осознание, что кто вы на этой земле и зачем вы, куда вы дальше идете, зачем вы идете. Решаются действительно какие-то, может быть, вопросы, опять же, с работой. И помогать может женщина какая-то. Но как итог вы скажете, что вы все-таки растете, поднялись, за что-то уцепились, укоренились где-то, да, в чем-то. Потому что змея, ну, очень живучее животное такое и показывает всегда
энергию кундалини, то есть она у вас растет. Поэтому как итог вы скажете, что вам лучше, да, что вы сил набираетесь. Поэтому я считаю, неделя неплохая. Ну, вот такой ответ по первой позиции. Вообще мистики у вас в жизни очень много. Итак, идем к позиции номер 2. Вы вот это выбрали, да, такие духи. И первая карта — это вы в момент просмотра, да. Вы у нас ребенок. Вы у нас ребенок, наивный ребенок, да. Но вообще карта показывает обновление в жизни, может быть, более светлый взгляд на свою жизнь, на отношения с людьми, вообще, в принципе, на будущее. То есть вы как-то не решили не загадывать больше на будущее. Дети же не сильно загадывают. Они как-то живут сегодня больше. И они никогда не смотрят в будущее с пессимизмом. Даже если они загадывают, они смотрят с оптимизмом. По крайней мере, стараются. Вот. И, конечно, ребенок — это очень такая интересная карта светлого человека. Но человека несколько наивного. То есть, если кто-то вас постарается обмануть, то это можно сделать. Почему? Из-за чистоты, из-за того, что вы верите в людей и стараетесь быть позитивными, добрыми к людям, помогать людям. Вот. И также ребенок может показывать, что у вас есть ребенок, вы занимаетесь ребенком. Или как-то сейчас решаете с ребенком вопросы какие-то важные. Может, вы работаете с детьми. Ребенок очень прикольная такая карта. Я вообще люблю эту карту. Почему? Потому что сразу понятно, человек неплохой. Вот дети могут быть капризными, могут привязываться, за подол держаться и преследовать вас, но они неплохие. То есть это неплохой человек. Вы неплохой человек. Хорошо, давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшие 7 дней. Общий фон. Собака. Собака тоже, вот, кстати, показывает некого преследователя в хорошем смысле. Как бы вот есть человек, кто постоянно за вами ходит туда-сюда, туда-сюда. Как будто бы преследует вас, да, как собака. Мол, привязан я к тебе, да, и вот поддерживаю тебя во всем. То есть вы ребенок, этот человек собака. Получается так, что это неделя теплых отношений, взаимной дружбы, любви и преданности. То есть, вот я сказала, вас можно обмануть, но никто, наверное, не будет этого делать. Не воспользуется никто этим шансом. Вас, во-первых, охраняют, а во-вторых, сама собака точно этого делать не будет. Это может даже быть человек в год собаки родившийся, да? Вот что у вас в любви? Крест, судьба какая-то, да, вот судьба, судьбоносные отношения по судьбе. То есть, когда человек должен быть, как бы ему кажется, я должен быть с этим человеком. Вот я чувствую, что это мое. Но, конечно, отношения по кресту, они часто бывают с некоторыми испытаниями. То есть, может быть, в прошлом вас очень преследовали разные испытания, трудности. Может, вы уже с этим человеком как расставались, но потом обратно вернулись или хотите вернуться. То есть, получается, были уже испытания, да, и, мол, я вот убедился или убедилась, что это все равно как-то, моя судьба. То есть я чувствую, вот, что судьба, да. Если вы одинокий человек, у вас может даже появиться кто-то, кто вы почувствовали, да, что как-то вот связано кармически с судьбой. Так, работа, бизнес, финансы, деньги. Змея. Змея показывает то, что человек может работать в индустрии красоты или с химическими препаратами какими-то, с косметикой, биологией заниматься, медициной. Вот. Если вы чем-то таким заняты, очень хорошо для вас. Тут еще развилка, сомнения какие-то по поводу выбора пути, может, идут, да? И как мне поступить дальше вот в работе, что делать. А вот если вы не связаны с этим, то какая-то женщина может влиять. С медициной, с красотой, если не связаны, да? Женщина какая-то может влиять на вашу работу, на бизнес, на деньги. Или от нее все зависит, от женщины. Но тут вы сомневаетесь, развилка, как на распутье находитесь, и букет. Букет показывает, что если вы постараетесь, вас могут за что-то наградить и какую-то денежку выдать, вот так.
Но развилка, она всегда показывает, что человек немножко запутался. У него есть несколько вариантов, они похожи друг на друга, и он не знает, что ему выбрать. Вот. Но все-таки с выбором вы определитесь и будете довольны. Так, что у вас, какое благословение на неделе? Дом — прекрасное благословение. Мол, дома все будет хорошо. Может даже решаться вопрос с домом, с недвижимостью. И корабль, дорога какая-то, и выход из трудностей, да. Вообще, дом и корабль — счастливые карты, поэтому я вам так скажу, что и в плане домашних у вас как-то улучшение идет, и вообще дома идет улучшение, да. Может быть, члены семьи как-то вот улучшают свою жизнь, а вы рады этому. И с помещением решаются какие-то вопросы. Может, уборка даже дома как благословение вам покажется, потому что, ой, как райски стало красиво, да. И корабль, вот дорога и решение проблем как будто. Решение трудностей каких-то, да, выход из трудностей, может быть. Может быть, даже человек-корабль в вашей жизни, который вас вытягивает как-то из трудностей, из проблем, из жизненных передряг. Вот так вот. Человек-корабль — это очень важно. Кто-то берет за руку, помогает, да, как-то вот давай, я тебе помогу, я тебя вытащу. Вот. Ну и по итогу, как вы скажете о неделе, что это якорь, да, что удалось зацепиться, заякориться, сделать свою жизнь более стабильной, спокойной, приятной. То есть вот все как будто идет по плану, и рядом нужные люди. Но, конечно, вот, допустим, с деньгами, с работой, с бизнесом еще что-то нужно вот решать, да. И вам надо решать, решаться на что-то, на какие-то действия. Однако, если вы проявляете себя, то вы сразу видите награду. То есть вы сразу видите, что вот как-то раз, и улучшение идет, если вы что-то сделали хорошее. То есть вы сразу будете видеть результаты, если вы постарались. И вот он якорь, что стабилизация. Вы видите, что стабилизация идет. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции. А мы идем с вами дальше, к третьей позиции. Что вас ждет в ближайшую неделю. Третий флакончик. И первая карта — вы в момент просмотра. Вы ключ. Ключ — это счастливая карта. Показывает, что сейчас у вас появляется ключ к чему-то, к кому-то. Может, к чьему-то сердцу, может, к решению определенной проблемы. Может, ключ от квартиры, от дома. Ключ от новой двери в следующую, так скажем, прекрасную светлую полосу жизни. Возможность, появляется возможность. То есть вы человек-везунчик, вам выпал ключ. И вы чувствуете вот эту вот радость, да, вы чувствуете, что что-то меняется в лучшую сторону, что вы открываете для себя поток изобилия, что вы можете исполнять свои желания. То есть вы человек очень ресурсный. Ключ мне нравится, это одна из самых любимых карт. Почему? Потому что есть такой способ, да, исполнить желание. Нужно взять маленький ключик, подвесить его на цепочку, на шею, да, или на браслет и носить, пока желание не исполнится, загадать на него. А потом как бы убрать. Вот. Не выбрасывать, а убрать в ящик куда-нибудь. И желание действительно ключ исполнять быстро. Вот я говорю, вы как человек-талисман, может, даже для кого-то. Давайте посмотрим, что вас ждет в ближайшую неделю. Сначала общий фон. Тут у нас рыбы. Рыбы прекрасная тоже карта. Вот я говорю, крупно повезет. Скорее всего, решаются какие-то денежные вопросы, рабочие вопросы. Но также рыбы — это мужчина. Вообще даже может быть мужчина со знаком зодиака рыбы или человек со знаком зодиака рыбы. Но чаще всего это король бубен. Да? Это человек-бизнесмен. Очень хороший такой товарищ, который смог в жизни чего-то добиться. И, естественно, он главный, он старается. Но он добрый человек, но хваткий очень на деньги. Вот. Но рыбы — это очень хорошая такая карта. Она показывает изобилие, она показывает, что вы можете выплыть из любых трудностей, лавируя, да. Вы можете быть хитрой рыбой на неделе и действительно поймать, вот как сорвать свой куш, да. Что у вас в любви будет? Солнце прям. Счастье, радость, обновление чувств, сильное улучшение любовной жизни. Вообще свет солнца озаряет все вокруг, и это счастливая действительно карта для любви. Если вы одинокий человек, вам может посветить чье-то солнышко в лицо и сказать, что да, вот ты мне нравишься.
Если вы человек в паре, ну, явно улучшение отношений или какой-то, ну, приятный сюрприз от любимого человека, да. Деньги, работа, бизнес, финансы, коса. Вот коса, вот карта такая, да. Во-первых, первое, что вот у нее есть, собирает урожай, то есть она может помочь вам собрать урожай. Косой же собираем урожай, колосья, да. Поэтому если вы куда-то вкладывали силы, что-то делали, вы собираете урожай на неделе. Но если это не так, то коса может показывать, что вы что-то отсекаете. Вот что вы отсекаете? Гору. Гора — это проблема какая-то уходит, да, с помощью косы. Да, вот она аннулировалась, проблема по карте гроб. И что после этого будет у нас с вами? А будет ребенок. Ребенок — это новая деятельность, работа, бизнес. То есть, понимаете, в деньгах у вас идет именно обновление, смена декораций. Поэтому и рыбы. Рыбы говорят, что вы можете больше зарабатывать, крупнее зарабатывать на новой-то работе или в новом бизнесе. То есть у вас идут перспективы, да? Какой-то мужчина, получается, может в этом помочь. Ладно, что у вас, какое благословение на неделе? То змея. Змея — это благословение, связанное с какой-то женщиной. Вам может помочь дама Треф. Она мудрая, она интересная женщина, хитрая. И письмо. Письмо — это, ну, новость, известие на неделе, да, что-то, как придет приятное известие или документы, которых вы давно ждали, да, может, что-то вам подписали, может, что-то одобрили или резюме принимают ваше. Так, ну и итог какой недели? Лиса. Лиса показывает свое, всегда сможете урвать. Так и будете про себя говорить. Ну, я верткий человек, я свое всегда унесу, свою курочку из курятника, да. То есть лиса, она показывает успех больше всего в работе, в бизнесе. А в деньгах вот вы действительно что-то меняете, отказываетесь от прошлых тактик, вступаете в что-то новое, да, или как, ну, по-новому себя ведете. И действительно я свое смогу урвать, я смогу заработать. То есть вы это прям будете чувствовать по итогам недели. Ну, вот такой вот интересный ответ получился. Пишите свое мнение про расклад. Всем спасибо и до новых встреч!